В отношении Фарид Ниязова была продлен срок содержания под стражей. Уже на 6-й месяц идет. В течение 4 месяцев следствие ни одно следственное действие не провели с участием Фарид Ниязова. Сегодня его не привезли. Я вопрос поставил, почему его не привезли. Давайте сегодня отложить, на завтра привезти его. Говорят, в связи с пандемией мы не сможем привезти. Там акт составлен. Акт составлен. А я говорю, он вчера только был здесь по Койташскому событию, его привезли. Тогда он не заболеет, никто не заболеет. А сегодня на санкции что, заболеет, что ли? То есть заказ по Койташскому событию его привезти была, оказывается, сверху. Они перевозят. Здесь, значит, двоякие. То есть, что начальник СИЗО исполняет просто заказ, а обычный вот, остальных никого не выпускает, все проводятся в онлайн-режиме судебного слушания. А его привозят. А сегодня вот не привезли. Почему? Потому что заказ, что вывезти его, не было сверху. Вывезти, вот сейчас 12 часов ночи уже, на 01 час идет, мы проводим слушание. Я находился с 5 часов, в течение 7 часов ждали только. Чтобы сказать, чтобы его привезли. Я мог, конечно, уехать, но я просто как законопослушный гражданин, как адвокат, я не смог просто уйти. Я думал, что удовлетворить мою ходатайство завтра будут рассматривать. Потом уже в конце до концов я вынужден был заявить отвод судью, он не удовлетворил, продолжил рассматривать. При рассмотрении я все обстоятельства обосновал суду, что не за что его держать, так как по данному предъявленному обвинению, как организация массового беспорядка, Фарид Ниязов здесь никакая, во-первых, вины нету, во-вторых, он один единственный содержится под стражей, один человек, который малейший даже вины у него нету. Несмотря на это, следствие прекрасно знает, прокуратура знает, но есть сверху, видимо, с президентского аппарата заказ.